Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, все, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня 26 апреля 2020 год. У нас карантин еще. Это район БЧК. Я иду снимать Каргачевую рощу. Рыбаки стоят, рыбку ловят. Это вот канал БЧК. Историю этого канала я как-нибудь потом расскажу вам. А сейчас вот идем в Каргачевую рощу. Вот, кстати, одна уже началась тут. Уже прудики проглядывают. Вот. Я иду со стороны улицы Османкулова. В эту рощу можно приехать на маршрутке 202 и 169. Вот я вижу, даже Зеленстрой работает здесь, порядок наводит в роще. Вот, друзья, это главная аллея Каргачевой рощи. Она начинается, можно сказать, если бы не застроили там, от улицы Османкулова, бывшая Восточная, и до Советской практически идет улицы. Вот там мосточек, там уже вот машина прошла. Это улица Советская. Вот. Каргачевая роща была заложена в 1883 году. Из Питера в Бишкек прибыл талантливый ботаник Алексей Фетисов и сразу занялся любимым делом. Решил превратить заболоченные бросовые земли в цветущий сад. И это ему удалось. Вот такой стала главная аллея Каргачевой рощи после реконструкции. Очень красивые лавочки сделали. Аллеи, дорожки. Немного людей, но есть здесь. Это видно, местные жители ходят, гуляют, отдыхают. Вот эта площадка, на которой всегда проходят разные мероприятия. В советское время площадь составляла Каргачевой рощи 215 с лишним га. В роще более 50 пород деревьев и кустарников, но преобладает карагач. Здесь, в этой роще, также есть и реликтовые деревья. Но вот, к сожалению, рощу постепенно вырубают, строят дома. Воздух чистый. Да. Ну, конечно, одной некомфортно здесь гулять. Я вам, друзья, так скажу. Смотрите, какая красота.
Видно, что Зеленстрой работает. Вот столько сухих веток уже собрали. Молодцы. Вот. Все, благоустроенная аллейка закончилась, и началась старая дорожка, какая была до реконструкции. А это выход к Комсомольскому озеру. Здесь есть веревочный парк Каргачевой рощи. Есть баскетбольные и волейбольные поля. Ну, сейчас все пустует, так как карантин. В 1939-40-х годах по инициативе горкома комсомола было построено Комсомольское озеро. Вот оно перед вами, не заполнено, заросшее уже камышами. Не знаю, даже будут травой. В прошлом году озера стояли пустые. Не знаю, в этом году будут заполнять, нет. Но Зеленстрой работает хорошо. Глубина этого Комсомольского озера в детском секторе была 1,5–2 метра. Возле вышки до 8 метров доходила. Вот она, вышка у нас. Вот. И, в общем, где-то в зоне купания до 4 метров доходила глубина. Ну, сейчас, видите, все заросшее травой. А в 46-м, в 47-м годах было уже построено Пионерское озеро. Оно в 2 раза больше, чем Комсомольское. Глубина Пионерского от 1 до 3 метров. Сейчас вокруг озера пройдем. Вокруг так называемых озер. Ну, я уже говорила, что площадь Каргачевой рощи в советское время 215 с лишним гектаров было.
Потом сократилось оно до 180 гектаров. Сейчас сократилось до 60%. Осталось от нее 128 гектаров. Здесь много дорожек разных для прогулок. Но одной как-то страшновато ходить. Также для велосипедистов раздолье. Здесь для велосипедистов есть тоже дорожки. В общем, зона отдыха шикарная. Сохранить бы хотя бы эти 128 га. Площадь озер, конечно, тоже сократилась. Ну, они зарастают и зарастают камышом, травой. Я говорю, вот в прошлом году вообще воду сюда не запускали. Вот такие у нас горы. Шикарные. Тропы, тропы, везде тропы. Так и хочется нырнуть, но страшно. Если запустят воду в озера, я обязательно приеду снимать. Тоже здесь раздолье для мотоциклистов погонять, конечно, можно. В общем, место хорошее, красивое. Самое главное теперь его сохранить. Ну, говорят, что здесь у нас будет парк. Ой, то есть не парк, а этот зоопарк. Там, не знаю, кто там, кто-то выкупил территорию огромную. Типа будет зоопарк. Ну, посмотрим.
Сейчас вокруг озер пройдем. Потом, может быть, не знаю, может пройдем до Советской, посмотрим. Когда я была в Москве, я там спокойно разгуливала по всяким паркам. Коломенская, одна, что-то не боялась, Царицына. Сейчас как-то я одна вот боюсь ходить вот по таким вот закоулкам, проулкам, тропам. У нас недавно здесь, не знаю, можно такое говорить или нет, убили парня. Вот такую страшилку расскажу. А я все-таки туда по дороге пройду немножко, загляну, что же там все-таки дальше тропа. Вот эта роща прямо выходит на Османкулова, можно. Она прямо выходит на Османкулова. Что-то нам какой-то треск идет, ветки ломаются. Ой, друзья, какой запах! Что-то просто изумительный. Ой, лес в городе, самый натуральный лес. Я вот думаю, если даже походить вот по этим дебрям, то наверняка найдутся даже и грибочки. Смотрите, как красиво. Какой-то треск веток. Какой-то медведь лазит. Смотрите. Ой. Ну-ка. А запахи, боже. Всякими разными травами. Люди гуляют. Вот так вот, если пойти, то можно на Османкула. Но они вон с какой собакой гуляют. Здоровые. А тут вот. Видите, какие интересные для велосипедистов. Горочки такие. Тут и паркур можно устраивать. Видите? Горки какие шикарные. Ой, а вот так вот, если пройти через этот овраг, вот тут даже мостик есть, проходишь через овраг этот, речушку, и туда вот, прямо и выйдешь прямо на Османкулова в сторону Шаро. Вон там люди отдыхают, даже колясочка. Так, ну я пойду вокруг озер, пройдусь все равно. Пройдусь вокруг озер и, может быть, в сторону Советской пройду. Дичка даже доходила до этих ступенек из-за, ну, почти вот до берега вода доходила. Теперь видите, что, да, жалко. Стали застраивать Каргачевую рощу домами, стали особняки строить. Площадь стала сокращаться, рощи, прудов. Пруды, вон, видите, сухие стоят. А вообще
Между всеми этими озерами были разные перешеечки. Все озера были соединены друг с другом. Островок посреди Комсомольского озера был. Все всегда стремились на этот островок попасть, доплыть. Вот, друзья, эти дома, куда подступили уже к озерам. А вот это Пионерское озеро. Оно в 2 раза больше по площади, чем Комсомольское. Тоже все заросло. И будет ли оно заполнено в этом году водой, неизвестно тоже. Если не будут заполнять, конечно, постепенно все это зарастет. И все. И красота исчезнет. Вот эти дома подходят. Близко-близко уже к прудам. Раньше это все Каргачевая роща была. Но самое главное вот в чем. Но самое главное вот в чем дело. Под Бишкеком находится, естественно, огромный резервуар. А в районе Бычка вода уже находится на глубине 2-7 метров. И каждую весну вода поднимается. И эти озера выводили воду в ближайшую реку Аламедин. Тем самым они сохраняли водный баланс. Между озерами были разные перешеечки. Вот они. Перешеечки. Здесь всегда текла водичка, как водопад. Ой, красота-то какая была, друзья. Почему мы не ценим то, что есть? То, что было. И вот такими перешейками все были соединены озера. Здесь, в этом районе. Сейчас перешейки многие исчезли, их засыпали. Некогда чистая вода, которая была здесь, видите, превратилась просто в болото. Если еще эти водоемы засыпят, то может произойти катастрофа. Это не мои соображения. Это вывод науки. Это, конечно, не мои соображения, это вывод ученых. Читала статьи их, специально изучала. Историю Каргачевой рощи, что было и что может случиться. Это я взяла из источника «Кактус Медиа». И вот если эти водоемы засыпят, то может произойти катастрофа. Вода затопит все ближайшие дома. Сейчас на благоустройство Каргачевой рощи выдали деньги. Также вот в районе Каргачевой рощи есть центр отдыха Батам. Тоже схожу туда и покажу вам этот центр отдыха Батам.
Честно сказать, друзья, я давно здесь не была. И хожу, и, честно говорю, вот плакать хочется. Ну, будем ждать лета. Может, все изменится, может, все-таки заполнят водой, восстановят этот водный баланс, восстановят эту прекрасную зону отдыха для населения. Это Пионерское озеро. Без воды. Ну вот и все, друзья. Показала вам Каргачевую рощу. Какой она стала. 26 апреля 2020 год. Да, я еще потом покажу, это пройду и покажу, что стало с Каргачевой рощей. Места вырубки и что там сейчас делается на местах вырубки. Вот у нас стоит здесь камень, где гравировка «Каргачевая роща» была заложена в 1881 году ботаником Фетисовым. Жалко, конечно, что нигде не стоит памятника. Вот, друзья, покажу вам сейчас. Это вот улица Суворова. Это последняя улица была перед Каргачевой рощей. И сейчас вот это все была Каргачевая роща. Сейчас вот посмотрите, как ее всю вырубили, строят дома и продолжают вырубать, и строят разные дома. Вот. Вот встречают меня такие друзья. Да, друзья, встречаете вы меня? Тут местные собачки. Это вот улица Суворова. Вот такие вот все дороги еще, все разбитые. Ну, как валили Каргачеву рощу, так еще вот и не привели в порядок ничего. Вот. Вот такие вот дома настроили. Еще сохранились рыки. Вот. А здесь вот, видите, появилось очень много переулков разных, проулков новых. А вон там виднеется уже Каргачевая роща. Еще сохранена там. Вот строят. Раньше все тут было роща Каргачевая. Вот что стало от Каргачевой осталось.